40-е годы легли тяжким бременем на плечи ингушского народа. Депортация стала одной из величайших трагедий истории ингушей. Но несмотря на постигшие тяготы, наших предков ничто не сломило. Их отвага, сплоченность и вера помогли выстоять и вернуться на родину. Сделали все, чтобы сохранить нашу целостность, язык и традиции. 76 лет минуло с того холодного февраля. Память о тех событиях живет в сердце каждого ингуша. Факты депортации передаются из поколения в поколение, чтобы не забывали ценность пережитого ими ради нас. С такой целью работники мемориального комплекса проводят лекцию для назрановских лицеистов. В официальных правительственных документах причины выселения всех народов в 30-е и 50-е годы объясняются стремлением ослабить этническую напряженность в том или ином регионе страны, стабилизировать политическую обстановку. Теме депортации в образовательных учреждениях ежегодно посвящают памятные мероприятия, круглые столы и конкурсы. Магомед Зауров учится в 10 классе. Много времени посвящает истории. Изучая события февраля 1944 года, сделал для себя вывод. Помня о таких фактах, нужно учиться ценить каждую мирную секунду нашей жизни. Кто бы ни говорил, что история не важна, что она нас ничему не учит, не передает нам никакой опыт, хотя это отчасти и правда, ведь она не дает нам никакого жизненного опыта. Но что самое главное, она учит нас тому, как жить, она дает нам много нравственного опыта, в ней много нового учения. И именно это в ней самое главное. И этот вопрос депортации, он важен для каждого ингуша. И помня эту историю, мы будем чтить своих предков. Говоря о мероприятиях такого рода, мне хотелось бы поблагодарить их организаторов, потому что это очень важно знать и помнить историю. 180 эшелонов, около 500 тысяч человек в один день остались без родины. Ингушей выселяли не только с исторической родины. Отважно сражавшиеся в Великой Отечественной войне ингушские офицеры и солдаты были демобилизированы. Из рассказов своего отца я помню, что мой прадед воевал, и когда он вернулся на Кавказ, всех уже выселили. И он отправился в Казахстан. Он нашел свою семью. Поначалу им жилось трудно, но потом все наладилось. Очевидцев тех событий с каждым годом остается все меньше. Несмотря на постигшие трудности и удары судьбы, ингуши на чужбине жили дружно, наладили быт, помогали друг другу, учились, работали. А при первой возможности вернулись на родину 13 лет спустя. Работники мемориального комплекса жертвам репрессий запланировали курс таких лекций во всех школах региона в преддверии памятной даты. Длиться эти лекции будут до конца месяца. Мы уже провели в нескольких школах. Также планируется провести и в колледжах, и в других школах. Также в рамках мероприятия проходит показ документального фильма грузинского историка-кавказоведа Марьям Бижаташвили о депортации ингушей. Это рассказы очевидцев, которые были переселены в Горную Ингушетию после выселения ингушей. Память о жертвах депортации увековечена на мемориальном комплексе в Насыркорте. Здесь установлены 9 башен, символизирующие единство, сплоченность спасших народ. Диана Дударова, Майрбек Миржоев. Новости 24.